Далее автор говорит, Аллах довел посредством него, то есть Мухаммада, саллаллаху, до совершенства религию, о чем свидетельствуют слова Всевышнего: «Сегодня я довел до вас до совершенства вашу религию и довел до полноты свою милость к вам, и удовольствовался для вас исламом как религией». Еще раз автор подчеркивает, что все это религия полная, то есть опровергает воззрение кого? Ахлюль бид'а, да, сторонников нововведения. Однажды к Умару ибн Хаттабу, ради Аллаху та'аля ан, пришел иудей, один человек из иудеев. В некоторых сообщениях указывается, что это был Ка'б аль-Ахбар. Пришел и сказал, обратившись к Умару: «Я амир аль-му'минин, иннакум такрауна аятан фи китабикум. لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا». О повелитель правоверных, вы читаете один аят из вашей книги, если бы подобный аят был ниспослан нам, иудеям, мы бы сделали этот день праздником. Умар ему сказал: «Ва айю ая», а какой это аят, о каком аяте ты говоришь? Тот человек сказал слова Аллаха: «Аль-йома акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати». Сегодня я довел до совершенства для вас вашу религию и довел до полноты свою милость к вам. И удовольствовался для вас исламом как религией. Умар сказал, ради Аллаху та'аля ан: «Валлахи инни ла а'ламу аль-йома аллази назалат على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم». Клянусь Аллахом, я знаю тот день, когда этот аяс не зашел посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и знаю час, в который этот аяс не зашел пророк, алейхиссалату вассалям. Ашията арафа фи яуми джума. Это было вечером, вечернее время, в день Арафата, в пятницу. Вот это ответ Умара, ради Аллаху та'аля. Что он означает? Означает, что мы не можем вносить ничего в религию нового, и никаких праздников не можем вносить. Это религия полная уже. Сам этот человек, который пришел, говорит, это такой великий аят, и такое великое событие, что религия ислам полная, в нее уже ничего нельзя добавить. И Умар говорит: нельзя добавить, действительно. Уже никакие праздники мы не можем туда добавить. Аят велик. Но Аллах субхану ва та'аля, Он и так не спаслал этот аят в такой день, который и так является для нас праздником. Не потому, что мы его сделали праздником. Аллах субхану ва та'аля в своей религии сделал праздником. День Арафа вечером. Представьте, день Арафа вечером. Это время, самое великое время в хаджи, когда люди обращаются к Аллаху субхану ва та'аля с дуа, и уже последние часы обращения к Аллаху субхану ва та'аля с дуа, когда Аллах субхану ва та'аля прощает всех, кто стоял на Арафате и взывал к Нему, искренне и с покаянием Аллах прощает. В этот великий день Аллах и так сделал это аид, праздником. Каждый год мусульмане в этот день собираются на Арафате для дуа, для мольбы и покаяния. И еще и пятница. Пятница — это еженедельный аид, да, еженедельный день, в который мусульмане собираются для поклонения Аллаху субхану ва та'аля, для хутбы, то есть еженедельный праздник. И нет нужды чего-то вводить. Это и так праздник был. Хорошо, это Арафа, это что? Пятница, джума. Вот этот аят, очень важный аят. Нужно вообще выучить этот аят наизусть. Это аят из суры Аль-Маида. 3-й аят из суры Трапеза, 5-я сура в Коране, Аль-Маида. Этот аят безоговорочно доказывает нам что? Полноту этой религии, что она полная. Он безоговорочно опровергает утверждение ахлюль бид'а, сторонников нововведений. Вот это путь ахля сунна валь джамаа. Принцип ахля сунна валь джамаа алиттиба' лаль ибтида'. Алиттиба' лаль ибтида'. Следование, то есть следование пророку саллаллаху алейхи ва саллям, ля аль-ибтида'. Отказ от нововведений. Следование и отказ от нововведений. Алиттиба'
Ляль ибтида. Это принцип ахля-сунна ва джамаа. А приверженцы нововведения аль-бида, их путь в чем состоит? Что они все время противоречат текстам Корана и Сунны. Ссылаются на что? И на чем строят свою религию? На каких-то сновидениях. Кто-то там из праведников чего-то увидел. И потом они вводят на основе этого сновидения чего-то в религию. Или какое-то видение было кому-то. И они на этом строят свою религию, добавляют чего-то в ислам, добавляют в религию что-то новое, тем самым, по сути, утверждая что? Если задуматься, что они по сути утверждают, когда вводят в религию что-то. Утверждают, получается, что пророк, алейхиссалату вассалям, не все нам передал, что должен был передать. Субханаллах. Пусть не прямое, но косвенное обвинение пророка, алейхиссалату вассалям, в чем? В упущении, в сокрытии знания, или в нерадивости какой-то, алиязу билля, в небрежности. Аллах говорит, все, до конца закончил, а вы говорите, нет, не все, значит, получается, что вы пророка обвиняете в том, что он не все вам передал. То есть осталось еще в религии что-то такое, что пророк оставил вот так без внимания и без передачи. Поэтому имам Аш-Шатиби, он приводит один асар, одно сообщение очень хорошее. Слова имама Малика. Слова имама Малика. Говорит передатчик, я слышал, как Малик, рахимахуллах та'аля, имам Малик говорит, «Ман ибтад'a фил ислам бид'атан яраха хасана, факад за'ма анна Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям хана ар-рисаля. Лианна Аллах якуль, аль-йома акмальту лакум динакум. Фама лам якун йома изин дина, фала якуну ль-йома дина». Слова имама Малика, великие слова. Говорит, слышал я, как имам Малик сказал, что сказал, кто вводит в ислам нововведения, считая их хорошими, тот утверждает, что Мухаммад поступил вероломно в отношении возложенного на него послания. То есть Аллах возложил на него передать послание, поступил вероломно. Алиязу билля. Если ты утверждаешь, что есть бида какое-то хорошее нововведение. Потом Малик сказал, прочти, если хочешь, слова Аллаха, аль-йом акмальту лакум динакум, я сегодня для вас довел до совершенства вашу религию, довел до полноты свою милость к вам, удовольствовался для вас ислам как религии. А потом Малик сказал, посмотрите, что «Фама лам якун йома изин дина, фала якуну ль-йома дина». То, что тогда не было религии, то и сегодня не является религией. Субханаллах. Во времена пророка это не было религией, не было этого в религии. Да, эти действия не относились к религии, значит, они и сегодня не относятся к религии. Пророк, саллаллаху, автор говорит далее, пророк, саллаллаху, умер, следующий пункт, и это подтверждается словами Всевышнего, воистину ты смертен, и они смертны. Иннака майитун, ва иннахум майитун. А затем, в день воскресения, вы будете припираться у своего Господа. Эти слова внимательно. «Иннака мейитун, ва инна мейитун». Ты смертен, и они смертны. Аллах Субхану Тааля говорит это Мухаммаду саллаллаху, доказательство того, что Пророк саллаллаху, человек, его постигает то, что постигает людей. Кто-то говорит, но Пророк саллаллаху же жив, шахиды живы. Живы. Но это, еще раз повторяю, не значит, что они живы в этом мире. Это иная жизнь. Это жизнь в барзахе. Там действуют совершенно другие правила, законы. Она совершенно не похожа на нашу жизнь. И вот здесь заканчивается 4 раздел этой книги. Какой раздел? 3 основы. 3 основы. Если вы помните, эта книга состоит из 5 разделов. Первый раздел был какой? 4 вопроса. Да, знание, деяние, призыв, потом терпение. Вторая часть была этой книги, что? 3 вопроса. Таухид, рубубия, алюхия, асмау сифат. Помните? Отречение, потом что? От ширка. И последователи ширка. Это был 2 раздел. 3 раздел этой книги был какой? Зачем мы изучаем таухид? Про ханифия. Да? И зачем мы изучаем таухид? 4 отдел, раздел книги самый широкий, большой, он что был посвящен
3 основам, да? 3 основам, аль-усуль ас-саляса. И далее начинается последняя часть книги, в соответствии с тем, как ее разделили, мы с вами говорили об этом. Последняя часть книги — заключение. Заключение, хатима. Саллаллаху салям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.